Жители нового, активно застраиваемого микрорайона Эжвы бьют тревогу. Строительство долгожданного детского сада возле одного из домов обернулось для них сюрпризом. Подъездной путь к новому дошкольному учреждению проходит прямо по придомовой территории. И это уже сейчас вызывает серьезные опасения со стороны местных жильцов. Михаил Алипченков встретился с жителями. Никакой оградительной ленты. Ничего нету. Шаговой доступности детская площадка. Жительница дома номер 52 по проспекту Бумажников проводит экскурсию по своему двору. Она явно раздосадована. И понятно почему. Вот уже почти год неподалеку от ее дома идет стройка. Важная и социально значимая. Здесь возводят детский сад, который все так сильно ждут. Одно но. Строители при возведении не учли целый ряд нюансов. Тут люди ходят по тротуарной дорожке бывшей в сторону Емволя. Ну, мы тоже, наверное, скоро летать будем. Остатки забора строительного. Здесь провода, кабеля. Зато здесь перегородили лентой все. Вот это наш выход в Емволь. Строители не только загородили временно проход, они и стройматериалы сложили прямо на территории двора. Щебень неоднократно мы просили их убрать с нашей тротуарной дорожки. Но, видимо, бесполезно. Работает не до нас. А вот придомовая дорога. Теперь она прямиком ведет в детский сад. Хотя изначально по генпроекту должна была быть еще одна, параллельно идущая. Предположительно, вот на этой небольшой зеленой зоне. Выходить она должна была сразу на проспект Бумажников. Но, видимо, на дополнительном подъездном пути авторы проекта решили сэкономить и сделать придомовую дорогу дорогой общего пользования. От жильцов Бумажников 52 к нам в ТСЖ поступает очень много обращений по поводу подъездных путей к садику. Дорога у нас однополосная, то есть утром основная масса жильцов выезжает и, соответственно, в садик люди будут заезжать, то есть здесь будет транспортный коллапс. Коллапс, потому что новый детский сад рассчитан на 250 детей. А значит, это направление после сдачи объекта станет особо востребованным у жителей не только рядом стоящего дома, но и всего нового, активно застраиваемого микрорайона. При этом ширина дороги всего около 5 метров. 2 машины здесь уже вряд ли разъедутся. А в вечернее время суток, когда на дворе уже темно, проезжать по этому участку станет и вовсе опасно. Ведь по его периметру нет ни одного фонаря. У нас много вопросов к администрации и ко всем сферам. Вот на каком основании ворота садика вывели на нашу парковку и нашу дорогу за домом. Потому что при сдаче дома это уже была прилегающая территория, парковка и существовала и дорога, и детская площадка, и тротуарные дорожки. Вот, и покупались квартиры уже с учетом вот этого всего. Парковка, которая была построена застройщиком специально для дома, в итоге была разрушена и стала частью заезда в детский сад. По этому поводу жильцы уже, как говорят, обратились в прокуратуру. Ждут и личного приема с руководителем Эжвинского района. А еще напоминают строителям, что когда возведение детского сада только началось, всех их уверяли, что заезд к образовательному учреждению и центральный вход будет с другой стороны – Емволя. Сейчас на этом месте грунтовка. И она тоже изрядно пострадала за последний год. Бульдозеры, автокраны и грузовики попортили дорожное покрытие. Вопрос дорог был первоначальным, изначально. Было проведено проектирование данного микрорайона Емволи, в том числе и подъездные пути к садику. Но получило официальное заключение экспертизы. В данный момент заключен контракт новый, отыгран уже. И в составе проекта также есть подъездные пути к детскому садику со стороны АЗС и улицы Центральной. Реализован он будет уже в будущем году, а вот о расширении придомовой дороги речи пока нет. Тем временем сами люди надеются, что их чаяния все-таки будут услышаны. Как мы видим, куда бы мы обращаемся в процессе, нас везде стоп. Даже сейчас администрация города проигнорировала вообще приезд сюда к нам, хотя бы выйти с нами на связь, потому что через соцсети и так далее мы выйти на них не можем. И вот большая просьба обратить внимание на это все. Переживают местные жители еще и потому, что по проекту в этом районе неподалеку от детского сада будет построена еще и школа. Также столь нужная и долгожданная. А потому строительные работы будут продолжены. И важно, чтобы на этот раз интересы жильцов не пересекались с замыслом городских властей.
Михаил Алипченков, Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.